Здравствуйте, это проект «Добровольцы Коми». Что удалось сделать волонтерам республики в этом году? Какие задачи они ставят на будущий 2015 год? Кто признан лучшим добровольцем региона? Об этом в нашей программе. Доброволец, волонтер – физическое лицо, которое в свободное от работы и учебы время осуществляет добровольную социально направленную и общественно полезную деятельность без получения денежного или материального вознаграждения. Основные направления волонтерской деятельности в республике – социальная – работа с пожилыми, инвалидами, беженцами, бездомными, людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Здоровый образ жизни – профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, пропаганда спорта. Экология – помощь животным, защита природы, мониторинг экологических проблем, организация субботников и других зеленых акций. Гражданско-патриотическое направление – восстановление и сохранение исторических и природных памятников, краеведение, поисковая работа. Сервисное волонтерство – помощь в организации форумов, спортивных соревнований, масштабных акций. Сотрудники полиции и добровольцы республики решили объединить усилия в поиске пропавших людей. В начале 2015 года стороны определят формы и условия сотрудничества, обменяются контактами. И, конечно, волонтерам республики предстоит пройти не только короткий инструктаж, но и серьезное обучение. Добровольцы республики начали участвовать в поисковых операциях с 2010 года. Из резонансных – дела Юлии Лобковой, Романа Шмакова, Игоря Пурова. Чтобы оперативно оповещать жителей, волонтеры создали в интернете группу «Коми Поиск» более 6 тысяч подписчиков. С ее помощью в августе этого года удалось собрать активистов для поиска 8-летней Ксении Ветошевой. Она пропала в Эжинском районе Сыктывкара. Проезжали по долине, увидели, много машин стоит. Постояли, посмотрели, поняли, что девочку ищут, сразу комментарии. Вот сегодня решили пойти помочь. Волонтеры вместе со спасателями и полицейскими прочесывали местность, расклеивали листовки, общались с жителями в социальных сетях. Ежедневно на поиски девочки выходило от 9 до 30 добровольцев. Правда, порой людей не хватало, да и подготовлены они были не лучшим образом. Очень было заметно именно на местности, когда мы шли. То есть местность лесистая, местность тяжелая, кусты примерно вот до сюда были у нас. Соответственно, идти было тяжело, опять же дождь. Поэтому, когда шли, те, кто пришли только сегодня, так скажем, случайные люди, не оставшиеся равнодушными, видно было, что они и идут, забирают левее, потому что правая нога у нас делает больше шаг, соответственно, отклонение влево это естественно. И они стараются как-то уйти на тропинке куда-то на более легкую местность. Тогда как для поисков необходимо именно идти по тяжелой местности, по кустам, где на самом деле может находиться тело человека. Волонтеры-спасатели уже работают в ИГТУ, много тренируются. Однако искать пропавших людей им пока не приходилось ни разу. Поисково-спасательный отряд сейчас создается в Сыктывкарском университете. Его костяк – студенты, которые учатся по направлению техносферная безопасность. В конце ноября я провел опрос в интернет-форме, и 98% респондентов ответили, что готовы и заинтересованы в создании поисково-спасательного отряда. 4 декабря с активистами волонтерских организаций региона встретился представитель МВД по Коми Андрей Попов. Он подчеркнул, для более результативных поисков пора наладить тесное взаимодействие правоохранителей и добровольцев, детально обсудить условия сотрудничества и сформировать списки народных спасателей. Вы бы немножко кратко описали, что вы умеете вообще. То есть, что вы можете, да, какими техническими, может быть, средствами обладаете, да, то есть, что вы готовы делать. Вы готовы, там, в 24 часа в сутки подняться по звонку, да? Вы готовы, допустим, выехать, там, может быть, на автомобиле или с кем-то там организоваться и так далее, выехать на помощь поисково-спасательным отрядам МЧС, да? То есть, вот такие моменты. То есть, как вы себя видите вообще, сами позиционируете в этой работе? Чтобы нам четко понимать, с кем мы имеем дело, да? Очевидно, добровольцев предстоит обучать не только основам топографии, оказанию первой медицинской помощи, не только заниматься их физической подготовкой. Нужны юридические знания, чтобы во время поисков не нарушать законы. Есть неприкосновенность жилища, есть частная жизнь, есть конфиденциальная информация, которую нельзя разглашать. Важно знать и другое. Как, например, вести себя правильно на месте, где найдено тело, не мешать следствию. Но самое главное
Добровольцы должны осознавать огромную ответственность за людей во время поисковой операции. В декабре принято подводить итоги. С каким результатом добровольцы Коми завершают этот год, узнаем у председателя Координационного совета волонтеров республики Анатолия Чемизова. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Какие главные итоги этого года для волонтерского движения республики? Увеличилось как и количество, так и улучшилось и качество именно самих волонтерских объединений, потому что очень много было волонтерских объединений, которые существовали именно непосредственно на бумаге, а особой деятельностью не занимались. Мы проводили работу, созванивались, проверяли деятельность и помогали объединять и создавать новые волонтерские объединения. А почему молодые люди не идут в волонтерство? Мы проводили анкетирование на базе школ, университетов, и основное, почему мало идут в волонтерство, это нехватка времени и нежелание заниматься самим волонтерством, а тратить свое время на помощь другим людям. Анатолий, какие новые направления волонтерства развиваются в республике? В данный момент появляется новое направление волонтерства – это помощь в розыске пропавших людей. Но пока данный момент обсуждается с органами внутренних дел, потому что довольно-таки серьезное дело, и тут нужно проработать каждые моменты, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций. Какие волонтерские центры в нашей республике, в каких городах, районах вы можете выделить? Волонтерство развивается это в основном в крупных городах. В районах очень сложно развивать волонтерство, потому что очень небольшое количество желающих, а в городах, потому что очень много привлекается именно студенчество. Волонтерство сильно развито в студенчестве и в школьной среде. Основные центры это все-таки Сыктывкар, Ухта можно выделить, Инту можно выделить, Усинск и Воркуту я бы выделил. С какими трудностями столкнулись волонтерские движения республики? Главная проблема, я считаю, это разрозненность волонтерских объединений. Каждый занимается своей деятельностью и считает, что в принципе этого как бы достаточно. Нет такого особого желания объединиться и совместно реализовывать крупные проекты, продвигать волонтерскую деятельность, составлять программу развития волонтерства республиканскую, принимать участие в крупных республиканских акциях и тем самым продвигать волонтерство на новый уровень, выходить. Все как бы занимаются именно камерной работой, непосредственно у себя на местах, а такого сильного желания пока не замечаю. Сегодня не хватает креативности в волонтерском движении. Как вы над этим работаете? Тут нужно именно проводить как раз республиканские добровольческие школы, организовывать команды и вот на базе этих школ именно развивать креативность мышления у добровольцев и у руководителей добровольческих объединений. Известно, что лучшие волонтеры республики поедут 9 мая на Парад Победы в Москву и Севастополь. Как вы будете отбирать этих людей и какая квота выделена для нашего региона? 1900 волонтеров готовит Москва на свой парад и 900 волонтеров готовит Севастополь на свой парад. По 100 человек на каждый парад выделено на всю федерацию. С каждого региона будет предоставлено 1 или 2 места для участия волонтеров непосредственно в этих мероприятиях. Я думаю, по итогам года, середины года, мы увидим именно самых активных и их будем направлять на сам Парад Победы. Анатолий, спасибо вам за интервью. С наступающим вас Новым годом. Спасибо вас также. 5 декабря, в Международный день добровольцев, в республике назвали победителей конкурса «Доброволец-2014». В стенах Сыктывкарского университета собрались волонтеры со всей республики. Они презентовали свои проекты и проверили силы в конкурсных испытаниях. 8 волонтерских объединений и 11 лидеров презентовали себя, используя не только слово, слайды и видеоролики. Добровольцы танцевали и даже разыгрывали целые представления. Нестандартный подход судьи оценили, впрочем, как и ответы конкурсантов. Некоторые вопросы поставили участников в тупик. Когда задаешь вопросы об обратной связи, о том, как оценивается результативность вашей работы в объединении, как правило, все тушуются. То есть ответить на вопрос о том, как оценивается результативность своей собственной деятельности, это сложнейший, видимо, вопрос для всех общественных объединений, поскольку очень часто социальная работа, она имеет отсроченный результат, и, конечно, здесь нужны механизмы оценивания. И самое интересное, что доброволец ведь он тоже должен знать
как оценивается его труд? За этот год в республике стало на 2000 добровольцев больше. Вот Ребячья республика из Эжвы рассказывает о проекте «Измерение 5D. Дорога добра». Это отряд «Надежда» Сыктывкарского торгово-технологического техникума. Он борется за здоровую республику. Здоровый образ жизни продвигает и движение «Мир начинается с тебя» Академии госслужбы. А вот объединение «Пульс». Его волонтеров хорошо знают в поселке Водном Ухтинского района. У каждого свой ответ на вопрос: почему ты ходишь в «Пульс»? Зачем тебе это? Когда меня позвал в «Пульс» друг, я сразу же согласился стать одним из волонтеров, потому что всегда мечтал заниматься благотворительностью и помогать людям. Когда я пришел в «Пульс», мне было 12 лет, а сейчас это часть моей жизни. Активисты Удорского объединения «Мы» решили бороться с нецензурной бранью среди школьников Кослана. По словам волонтеров, подростки даже не замечают, насколько их речь заполнена ненормативной лексикой. Сначала добровольцы провели опрос и выяснили, большинство детей матерятся, потому что именно так общаются взрослые в их семьях. Крепкое словцо используют и создатели компьютерных игр. Ребята убеждали одноклассников, встречались с родителями, и лед тронулся. Мы меньше стали слышать нецензурную брань. Остальные одноклассники начали поправлять друг друга. Мы начали слышать литературный язык. Это нам очень было приятно. Всегда приятно, когда ощущаешь, есть результат в обществе. На конкурсе волонтеры рассказывали о своих успешных проектах. Делают студенты и школьники действительно много. Однако, по мнению экспертов, активистам не хватает креативности. Того самого дизайна мышления, которому учили питерские тренеры во время осенней школы добровольчества. На мой взгляд, несколько однотипная работа ведется. Никто не говорит, что эта работа не нужна, да? Но уже такая тенденция прослеживается, что очень много лет, многие дни делают просто одну и ту же работу. Самые большие сложности у конкурсантов вызвала социальная практика, план действий в конкретной ситуации. Как собрать продукты для голодных зверей в зоопарке? Как оперативно привлечь доноров, если на самом большом предприятии города кровь сдают единицы? Регина Андреевская из села Вольдино Усть-Клонского района растерялась, казалось бы, от простого вопроса. Был вопрос, что сделать, чтобы бездомных собак было меньше. Вот. Очень долго думала, потому что мы в деревне с такой проблемой не сталкиваемся. У нас собак мало, и деревня маленькая. А вот и самый волнительный момент финала – награждение. Среди лидеров волонтерских организаций не было равных Александре Лаврентьевой, объединение «Пульс», Ухтинский поселок Водный. По словам победителя, она обошла конкурентов на этапе «Социальная практика». Не было такого, что поверхностно отвечала на вопросы, а именно глубоко ответила, полно, чтобы это было и понятно и судьям, и участникам, и мне, конечно, в первую очередь. Среди добровольческих объединений уверенную победу одержало движение «От сердца к сердцу» Сыктывкарского университета. Визитная карточка организации – проект «Поиграй со мной». Волонтеры собирают комплекты развивающих настольных игр для детских центров, приютов, интернатов. Лидировать в конкурсе помог опыт. Во-первых, это то, что у нас большой опыт деятельности, уже более 7 лет. Во-вторых, это то, что у нас большой опыт именно участия в конкурсах. То есть успешные проекты у нас есть, которые уважаются и принимаются во всей республике, и не только. Наверное, это было основным. Показали себя опытными. Как нам сообщили организаторы, победители республиканского конкурса в возрасте от 14 до 25 лет будут выдвинуты на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Настало время рубрики «Как я стал волонтером», рассказывает Виктория Васильева, активист общественного объединения детей и молодежи Сысольского района «Зов сердец». Мне очень нравится, когда мы ходим, помогаем людям, они взамен нам дарят улыбки, появляются новые знакомые. И самой как-то становится приятнее, когда помогаешь людям. Понравилась акция «Капелька добра». В ней мы собирали книжки, всякие канцтовары. Потом мы их сортировали и развозили в приюты, нуждающим семьям мы отдавали. Мы помогли очень многим людям, они нам остались очень благодарны. И мне это очень запомнилось, потому что они, теперь, когда мимо проходят, они всегда здороваются, улыбаются нам. Зимой мы ходили складывать дрова к одиноким пенсионерам, они очень остались довольными, они очень нас сильно благодарили, и
Они очень рады остались, потому что никто бы не помог им, они же одинокие. В наше объединение «Зов сердец» входят не только волонтеры, но и активисты с разных учреждений. «Зов сердец» означает, что туда приходят все желающие, кто хочет помочь людям. Это был проект «Добровольцы Коми». Впереди вас ждет календарь волонтера, а я с вами прощаюсь. Будьте отзывчивы и внимательны.